Обновленную книгу памяти республики представили на заседании редколлегии под председательством главы Коми. Уникальный проект содержит самую полную на сегодня базу данных об участниках Великой Отечественной, призванных из Коми. И теперь он доступен в онлайн-режиме. Инициативу о продолжении издания в марте прошлого года озвучила председатель Совета ветеранов Людмила Жукова. Губернатор тогда моментально отреагировал, и проект нашел финансовую сторону. Книге почти 30 лет. В следующем году мы будем праздновать, наверное, в этом смысле хорошее слово «юбилей», 30-летие создания этого фундаментального труда. Раньше, вы знаете, были созданы печатные в ограниченном количестве тома. Они не всем были, к сожалению, доступны. Они раздавались по библиотекам, по отдельным учреждениям, по общественным организациям. У меня в кабинете, как у главы, стоят все тома выпущенные. Потом мы перешли на электронный вид. А сегодня, я думаю, что все то, что мы накопили за эти годы, нам получится дополнительно оцифровать, сделать дополнительные материалы абсолютно доступными. За 30 лет выпущено 13 печатных томов и 20 электронных изданий. Теперь они доступны интернет-пользователям. Интересно, что каждый сможет дополнять информацию о своих отцах, дедах, прадедах, служивших в годы Великой Отечественной. Из нашей республики на фронт было призвано более 170 тысяч человек. Треть из них так и не вернулась. Мы сейчас работаем над именами снайпера Есева с деревни Руч, потому что забыли воина. Он жил в селе, награжден 2 орденами, да, но уехал в Сыктывкар, его забыли. Вот. Гвардии капитан Асташов Григорий Савельевич, Печорский район, он уроженец Устилёмского района, тоже забыли, потому что закрыли школу, школа была его имени. Ожидается, что электронная книга памяти предоставит возможность любому гражданину установить судьбу фронтовика, призванного из Коми. Просто найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких. К слову, от печатной предшественницы онлайн-версию отличает более подробная информация. Здесь опубликованы архивные фотографии, письма и воспоминания.